Доброе утро всем тем, кто только к нам присоединился. Друзья, это телеканал БСТ, программа «Салям», прямой эфир. И в студии Юлия Самбердина, меня зовут Сеуш Шермадзаде. Подзабыл немножко, да, как меня зовут. Если вы подзабыли, какой сегодня день, то это 20 марта, и это день астролога. И мы отметим эту дату вместе с нашей гостьей, ведическим астрологом Нелли Москвиной. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Нелли, доброе утро. Поздравляем вас, во-первых, с праздником. Днем астролога. Да. И раз уж такое дело, сразу хочется вопрос в лоб. Астрология, что это такое? Это наука или это пока течение какое-то? Это наука, никакое не течение. И очень сейчас признают то, что это наука. И даже в нашей России есть такие учебные заведения, где именно учат. Обучают? Обучают, да. То есть прям можно высшее образование по астрологии получить? Даже когда принимают на работу, спрашивают время рождения, место рождения и дату рождения. Причем это основополагающее, не что ты заканчивал до этого. Да, потому что это очень важно. То есть человек, мы уже смотрим на карту, уже можем сказать, стоит с этим человеком работать или нет. Я, кстати, слышала об этом, что да, некоторые работодатели так подбирают себе персонал, особенно у тех, кто там правая рука, то есть очень близких каких-то сотрудников. Вот, ну ладно, одно дело астролог, да, это понятное дело, что с чем связано. Что такое ведический астролог? Есть много разновидностей астрологии. Есть западная астрология, которую мы привыкли с детства слушать, допустим, для всех знаков зодиака нам давали предсказания, допустим, по радио. Гороскоп для? Сегодня Козерога ждет успех. Да. Это вот это. Да, Дева молодец. Потому что Козерог запомнил. Ну да. Это его основной знак зодиака. Вот. А есть китайская астрология, есть еще ведическая астрология, Джьотиш, основатель доктор Рау. В общем, это уже индийская. Индийская, да. И там уже мы смотрим восходящий знак, там, и очень важно время рождения, потому что смотрится знак, который восходил на востоке, и каждый день у нас, в общем, в течение дня могут восходить, не могут, они восходят все 12 знаков зодиака. Если ты в июле родился, либо в мае, ты можешь быть и Козерогом, и Водолеем, либо Овном, потому что это очень запутанно. То есть в зависимости от даты и времени, и места рождения, ты можешь оказаться не вот как я по своему знаку зодиака Девой, а там, не знаю, все что угодно. Да, потому что западная астрология, она основывается на Солнце. Ну, Солнце, допустим, у нас сейчас Солнце перешло в знак Овна, теперь у нас рождается Овны. Вот. А там уже более точная астрология, и это мама всех астрологов. Сейчас западные астрологи сидят такие? Нет, коллеги, у них тоже очень все работает, все. А, кстати, вы сравнивали вот ваши расклады, да, натальные карты с западной астрологией? Насколько между собой эти данные пересекаются? Ну, могу сказать, что все западные астрологи потом приходят изучать ведическую астрологию. Мы, слушай, получается, пригласили специалиста по высшей категории по крайней мере, по вашему да. мнению, по мнению моей мамы, как говорится. Так, я знаю, что сегодня не просто так вообще отмечается День астролога, а потому что сегодня еще и особенный день. Все-таки привязка есть. А что за день такой? Сегодня у нас переход из знака Рыб в знак Овен, Солнце переходит, и это день весеннего равноденствия. Это супер мощный день, такая энергия дня, поэтому, пожалуйста, нужно делать все рекомендации, которые сейчас я вам скажу, и ваш год, получается, это Новый год. Сегодня еще празднуют мусульманский Новый год, Навруз, да. Все вот тюркоязычные народы готовят специальные угощения, друг друга угощают. И мы тоже должны так же делать, потому что это не просто так. И наши предки, славяне, тоже праздновали Новый год именно 20 марта. Ну, не 20 марта, именно когда у нас Солнце переходило в знак То есть Овен. в день весеннего равноденствия. Да. Это разная дата обычно. Но после того, как пришел Петр I, мы начали праздновать 1 января. Вот это очень особенный день. И я бы хотела дать рекомендации, что нужно делать. Во-первых, сегодня нельзя ругаться, нельзя конфликтовать. Понятно. Оскорблять можно в этот день? Ругаться и оскорблять – это две разные вещи. Нет, подожди, оскорблять, и тебе в ответ ничего не скажут. Так, ругаться нельзя, конфликты забываем сегодня. Да, и обязательно благодарить.
встали утром, ну, мы уже встали, поблагодарили за то, что мы живы, здоровы, мама, папа рядом, можем видеть все. Спасибо тебе, Вселенная, получается, Вселенная, да? да, как может быть еще лучше. А людей надо благодарить или вот? Людей, себя Спасибо, и Юль. Спасибо, Севуш. На всякий случай. страну, всех. И после того, как мы все это сделали, нужно сделать блины. Допустим, кто на работе, может сделать это вечером. Здесь Купить печь можно? Купить Не нельзя, работает, нужно да? хотя бы в пожарить. чем вот, заключается, так Масленица скажем? вроде закончилась, да. Почему нужно Блины. что-то печь? Блины – это символ солнца, и либо испечь хлеб. Вы умеете печь хлеб? Так, с Давайте блинчиками остановимся на получше. блинах. Остановимся на Хорошо. блинах. Что дальше? Испечь блины, не ругаться, поблагодарить Вселенную, поблагодарить всех родных и близких. Даже если тебе что-то кто-то сказали, да, просто улыбнись, да, ударь и уйди. Дальше. Заниматься благотворительностью, Благодарить. загадывать желания, прописывать все свои мысли, планы, которые вы хотите сделать. И еще загадывать желание определенным образом. То есть вы сегодня должны посадить что-то. Допустим, купили землю, горшок, посадили базилик и загадываем в это время с намерением желания. Ух ты. Любое желание. И для девушек, которые давно хотят иметь ребенка, но не получается, купите сегодня нарцисс. И чтобы купили нарцисс, положили рядом с кроваткой, переночевали и вуаля, ваше желание исполнится. А как быстро исполняется? Ну, в течение переночевать? года. Ну, переночевать же, как, ну, переночевать, я что понимаю, да? В смысле, поспать рядом? С нарциссом. Да. Не с человеком. С нарциссом справа, с нарциссом слева? Нет, Об этом? нарцисс – это цветок. Ага. Ну, это должен быть срезанный цветок или Да. обязательно в луковичке? Нет, срезанный. Ага, так, хорошо. Интересно, сейчас цветочники такие. А? Спасибо. Что дальше? Ну, нарцисс – это не только про беременность. Нарцисс – это еще про выгодное сотрудничество. Допустим, вы хотите открыть бизнес, и вам нужен партнер какой-нибудь, но нельзя, конечно, с нарциссом спать, а нужно детей на кухне оставить. Потому что он очень пахучий, да? То вдруг забеременеете. Партнера. Что? По бизнесу. Чтоб дела поперли. Алло, я не на эту с нарциссом спала. Правильно поступил. Не с той стороны нарцисс поставила. Так, да, будьте аккуратны вот с этим пунктиком. Тут есть два варианта. Ну, это Ага. очень хорошая рекомендация, поэтому главное делать сегодня побольше добра. То есть, чтобы у вас был год изобильным, удачным, побольше добра. И нужно обязательно сегодня Ой, спасибо. Водички тебе. О, пустой стакан мне еще никто Там не у них подавал. свой. О, Есть чуть-чуть. о. Ага. в одежде присутствовал яркий красный цвет, желтый цвет. Вот вы правильно О, оделись. спасибо У вас моим будет год костюмерам. удачным, и очень хороший год будет у вас. Поэтому Так, меня кто-нибудь сегодня похвалит, сегодня сказали, всем добро делать. Нелли. Что-то хорошее про меня скажете, Яркие нет? цвета, ага, запомнили. цвета, добро, желание загадываем, все прописываем. И главное, сегодня нужно сделать какую-то духовную практику. Либо йогу, цигун, випассана, практика молчания. Или же, кто далеко Как от встретим этого, проблема. можно просто зажечь свечку и посмотреть 5 минут. Этого тоже достаточно. Вот. Интересно. Вот такие еще важные моменты сегодня нужно исполнить, чтобы все в этом ближайшем... Слушайте, а вы сказали в этом году это до конца 2024 или до следующего весеннего равноденствия? До следующего весеннего равноденствия. Ага. Это год. Дайте напомню на всякий случай. Я думаю, что это такие должны быть столпы каждого дня. Во-первых, не обижаться, не ругаться, да, делать побольше добра. Мне кажется, Благодарить вообще, за в всё. принципе, да, благодарить за все окружающих и мир, и Вселенную. Мне кажется, вообще, в принципе, это правильно. Вот сегодня ты одеваешься максимально ярко. У кого-то людей ты вызовешь улыбку, у кого-то раздражение, но ты ему скажешь: день равноденствия. И он такой: ну, иди с миром. Поэтому, друзья, мы благодарим нашу гостью в студию. У нас сегодня была ведический астролог, да, Нелли Москвина. Спасибо вам большое, Нель. На самом деле, вот мы сегодня, да, общались с Нелли очень много. Я узнал про себя здесь, за кадром. Да, то, что человек не обо мне, совсем совершенно незнакомый сегодня, раскрыл мне очень много обо мне. Так что это очень такая интересная тема. И, как говорится, не просто цифры, где-то космос, да, а это реально наука. Спасибо вам большое, Нель. С праздником вас. У вас тоже с праздником. И Я вас. желаю добра. Дорогие Спасибо. телезрители, поздравляем с Днем весеннего равноденствия. Как минимум, желаем вам всего самого наилучшего.